Ну а во Владивостоке начались первые соревнования в рамках 7-х спортивных игр «Дети Азии». Сегодня юных спортсменов ждут состязания по волейболу, плаванию, баскетболу и художественной гимнастике. Вместе с гимнастками на стадионе Фетисов-Арена находится наш корреспондент Петр Васильев. Петр, приветствую. Расскажи, как проходит выступление. Надежда, приветствую. Ну, действительно, здесь на стадионе Фетисов-Арена во Владивостоке начались соревнования по, наверное, одному из самых зрелищных видов спорта. Это художественная гимнастика. Ну, что могу сказать, с сегодняшнего дня и конкретно сегодня соревнования пройдут по двум видам. Это групповые и одиночные соревнования. Сейчас мы уже увидели выступление Дальневосточного федерального округа и сборной Приморского края. Наша сборная Якутии, выступает пятой. Ну, отмечу, что всего в сборной нашей республики 8 человек, 6 из них выступят в групповом этапе, а 2 девушки, 14-летние Зарина Борисова и Дарья Христофорова, выступят в индивидуальной программе с кольцами и мячом. Ну, нам удалось встретиться с тренерским составом, с представителем делегации. Они, как отметили, состояние у девушек отличное, настрой боевой, они готовы выходить на арену и показывать мастерство и удивительные хореографические элементы. Ну, предлагаю послушать подробнее, что они нам рассказали. Готовились мы заранее к играм «Дети Азии», начали подготовку еще в прошлом году. Команда у нас сформировалась очень хорошая, дружная, сильная. Мы растем и развиваемся и надеемся сегодня на хороший результат. Ну, помимо этого, мы пообщались с представителем судейского состава, которая не понаслышке знакома с выступлением якутских гимнасток на различных спортивных соревнованиях, в том числе на играх «Дети Азии» предыдущих лет. Предлагаю послушать. Как знакома я со сборной Якутии, потому что я уже много лет сотрудничаю с Республикой Саха-Якутия, и моя первая ученица из Якутии, Виолетта Иванова, стала абсолютной чемпионкой игр, вот этих детских азиатских игр. Вот. А следующие игры я была главным судьей. И тоже представительница Якутии, она стала бронзовым призером. То есть, а сейчас вот Якутия поднялась на новый уровень, а это в другой дисциплине, не в личной, а в групповых упражнениях. И я за ними смотрю. Вы знаете, на последних соревнованиях, это было в мае месяце, были фижевские соревнования под эгидой Фижа в Ярославле. Они заняли призовое место. Это очень достойно, потому что был очень сильный состав гимнасток других регионов. Ну, не могу не отметить, что художественная гимнастика – это вид спорта, в котором уделяется большое внимание не только подготовке и постановке хореографических элементов, но и, конечно же, внешнему виду самих спортсменок. Наша сборная Якутии к этому подготовилась основательно, и в свою форму она включила различные этнические элементы и национальные элементы. И более того, даже выступление, по словам представителей команды, будет проходить под нашу традиционную якутскую музыку. Все вместе, как предполагают члены команды и тренера, создать удивительную визитную карточку нашей сборной. Ну, а я напомню, что соревнования по художественной гимнастике продлятся до 31 июля, где и подведут финал и выберут сильнейших из сильнейших. Надежда, к этому часу у меня вся информация. Передаю тебе слово. Благодарю, Петр. Напомню, с нами на прямой связи из Владивостока был наш коллега Петр Васильев.